Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, какие события вам уготованы свыше. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, какие события мне уготованы свыше. Я думаю, что все уже настроились. Давайте посмотрим, что покажет, что расскажут нам высшие силы. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, вообще прекрасно. У нас тут солнце, которое всходит. Ну, я вам скажу, это не просто так. Знаете, вот кому-то прям ребеночек идет. Ребеночек мальчик будет. А вот если девочка родится, то девочка прям очень много в жизни добьется. С таким, знаете, вот прям характером боевым, деловая, далеко пойдет. Не любой мужчина даже вот в жизни может такого добиться, сколько добьется ваша девочка, которая родится. Очень многого добьется. Смотрите, мои хорошие, солнце, кстати, может означать и вашу славу. То есть вы, да, со временем станете вот человеком известным, популярным, знаменитым, востребованным. Да, вот, например, в профессиональной сфере будут к вам идти. Будут идти к вам за вашей энергетикой, за вашими знаниями, за вашим талантом. Вот, будут идти к вам. Но у кого-то отыграется 2 в 1. И ребеночка родите, и популярным человеком станете. Кстати, это вот время ближайшее идет. То есть где-то вот до конца года отыграется. Это не там через год, 3, 10, нет. Нет, это уже события, которые на пороге. Может быть, кто-то зашел на мою цыпочку, человек переживает, думает, вот смогу ли я добиться, смогу ли я пробиться, может быть, даже да, в какой-то сфере. Слушайте, все получится, даже и не сомневайтесь. Либо вы, например, переживаете за свою дочь, либо вы хотите внуков. Вы зашли на мою отсыпку, вам раз солнце идет. Будет ребеночек, даже и не думайте, и не переживайте. Хороший такой ребеночек придет, как радость и счастье с этим ребеночком идет в ваш дом, в вашу семью. Так, это прекрасно, поскорее бы все это исполнилось. Здесь у меня, кстати, семья вышла. Вы видите, да, вот прям классика вышла. Женщина, хранительница чаши любви, и мужчина, который хранит женщину, свою женщину. Мужчина, кстати, очень сильный. Мужчина, я так скажу, очень много каких-то сложностей в жизни испытал. Вот у мужчины на руках, вот видите, это образ мужчины, который делает мостик над своей женщиной. Вы видите, стоит кошка. Видите, вот прям четко кошка вот так еще вздыбилась, да, и хвост вот так вот у него дугой стоит. Мужчина будет защищать свою женщину от бед, от проблем, от злых людей, от нападок, от несправедливости, от горести и печали. Такой мужчина идет. Кстати, у кого-то отыграется, что мужчина заступится за свою женщину, например, если соперница обижала, либо, например, мама там его обижала. Мужчина выбирает любовь. Мужчина выбирает вас, ту, кто зашел на мою отсыпку. Мужчина говорит: мне не нужна моя жизнь, если в ней нет тебя. И я не хочу жить и видеть, например, твои слезы, твои страдания и мучения. Все, что у меня есть, я отдаю тебе.
Мужчина наконец-таки занимает свою мужскую позицию. Наконец-таки, ну у кого-то отыграется, да. Если мы говорим про треугольник, мужчина выбирает любовь, он выбирает вас, потому что именно вас он любит. И если мы говорим о семейных отношениях, когда, например, свекровь вмешивалась, либо какая-то бывшая вас донимала, мужчина очень строго, так знаете, объявит о своей позиции, и той и другой женщине не поздоровится. Может даже, знаете, как и пригрозить ей, пригрозить, прям и физически пригрозить, чтобы она вас не трогала. Если вы женщина, которая сейчас подвержена каким-то нападкам со стороны, ну, допустим, да, злых людей, может быть, у вас очень много проблем в жизни, там, кредиты, какая-то опала, что кто-то вас там прям третирует, появится тот, кто за вас заступится. Мало того, что заступится, так он еще и любовь несет с собой. Любовь, семью, счастье совместное несет. Очень классная картинка. Я просто вот даже не ожидала, да, и солнце, и вот такая счастливая семья. Вы видите, я даже не по порядку иду, я иду вот прям по самому главному. Если вы хотите ускорить эти события, просто вот сделайте принтскрин вот этого вот такого прямоугольничка. То есть вас интересует вот от момента кошки и вот до солнца. Вот такой маленький сделайте и носите просто у себя в телефоне. Либо пусть на гаджете на вашем будет. Вы ускорите, мои хорошие. Так, что еще уготовано вам? Ну, здесь попрощаться с кем-то уготовано. Здесь какие-то очень двуличные люди. Может быть, друзья, может быть, коллеги, может быть, даже и родственники. Такие, знаете, и вашим, и нашим. Выбирают всегда себя. Всегда на своих интересах сидят. Ну, скажем так, им надо, они приходят. Им не надо, вы их не дозоветесь. Люди такие паразиты, абьюзеры и паразиты. Ну, честно вам скажу. Да, может, они и не такие уж и плохие. Да, есть люди и пострашнее. Но эти люди вам мешают. Они мешают вам двигаться вперед. Понимаете, они вас задерживают, они вас останавливают. А у кого-то отыграется, что отговаривают, либо наоборот заставляют там переживать и нервничать. То есть люди совершенно никчемные, мешают. У вас с этими людьми вот идет прощание и расход по разные стороны. Разойдетесь. Не жалейте за этими людьми. Вот кто в ближайшее время из вашей жизни уйдет по разным причинам. Кто-то будет уезжать, может быть, вы будете уезжать, кто-то, ну я не знаю, допустим, да, там занятость какая-то у человека будет, то есть как временно будет выпадать из жизни. Не переживайте, не думайте, ищите себе новых друзей. Ну, это лучший вариант. Эти люди вам не нужны, они сами уходят. Ну, конечно, не сами, тут и высшие силы стараются, но тем не менее, они как от вас отпадают, эти люди, ненужные люди. Так, идем дальше. Здесь какой-то человек откуда-то издалека. Человек, который, знаете, ну то ли он определиться не мог, то ли он предложить ничего не мог. Но вот у него две руки. Одну сейчас он опустил, одна рука тяжелая, а вторая рука легкая, на ней чаша стоит. А он как будто, видите, сам в лодочке стоит, этот человек. Человек будет ехать именно к вам. И по этой чаше это будет какое-то предложение. Если вы встречаетесь, общаетесь с человеком, который живет далеко, например, в другой стране, может быть, у вас интернет-роман, либо ваш человек где-то вот постоянно в разъездах, в отъездах, кстати, может быть, даже в другой семье живет, человек намерен ехать к вам на лодке с предложением, то есть уже обдумывает этот путь, а у кого-то даже отыграется, что человек уже едет к вам, будет делать вам предложение. Предложение не обязательно руки и сердца, здесь разные могут быть предложения, но он выбрал вас. Да, он еще сомневается, да, еще есть какие-то вопросы у него в голове, но тем не менее человек едет к вам. Стоит ли вам принимать? Ну, я думаю, вы ждете этого человека. Вы давно ждали от этого человека. Для вас это вот как праздник будет.
на душе прям так светло, птички поют, тепло, приятно от того, что этот человек едет именно с предложением. Ну, что сказать, дождались, вы его дождались. Значит, если он не будет слишком прямо активничать, либо предлагать, но не настаивать, девочки, это нормально. Он как человек имеет право тоже сомневаться. Поверьте, вот ради вас он прямо от чего-то серьезного отказался, либо как-то серьезно пострадал, чтобы быть с вами, чтобы к вам приехать. Вы этого не знаете, но вы об этом узнаете, может быть, там через годы только лишь он вам расскажет, либо эта информация сама всплывет. Поэтому, ну, дайте ему там скидочку на то, что он там, не знаю, издалека, да. Примите его такое поведение, может быть, не совсем там активное, за усталость. Да? Просто человек устал, очень много там боролся, сопротивлялся, выбивал себе эту возможность быть с вами и действительно очень много сил потерял. Так. Здесь вам уготовано какое-то общение с пожилой женщиной. Женщина пожилая, женщина зажиточная, женщина вот прям как хозяйка идет, хозяйка. Либо у нее имущество какое-то обширное, может быть, она управительница, да, какой-то компании. Вот под ней люди находятся. По характеру очень противная, очень. Ой, прям людей насквозь видит, у нее глаз алмаз, ее не проведешь. Почему-то эта женщина выбирает вас. Она вас выберет в качестве, я не знаю, подруги. Может быть, даже вы, ну, как дочку заменять будете, ну, если можно так сказать. Вот эта женщина властная, она явно богата, очень богата. У нее какие-то владения есть, владения. Может быть, там несколько домов, либо она действительно там фермерша, может быть, какая-нибудь, либо, там, не знаю, директор собственной фабрики. Непростая женщина абсолютно. Она вас где-то увидит. Может быть, вы уже у нее работаете в предприятии, да, на нее, вернее, работаете. Она вас к себе приблизит. Но приблизит вас с позиции, вот я старше, а ты младшая, да, там, например, не хозяйка, а подчиненный, а ну вот больше похожа на мать, либо бабушку и дочку, либо внучку, с такой позиции. Вы знаете, вам от этой женщины очень много чего достанется. Прям, знаете, вот документ идет, документ, где ваше имя стоит. Может быть, она вам выделит какую-то помощь, субсидию, там, я не знаю, какое-то денежное вознаграждение, поощрение. Может быть, поверит в вас, в ваши способности, скажет, вот я тебе денег дам на твой бизнес, а ты давай там крутись, вертись, там, покажи, что я в тебе не ошиблась. А кому-то отыграется, что в документе будет написано, что вы являетесь там единственной наследницей либо наследником всего этого имущества, богатства, скажем так. Вот вы ничего не делаете, чтобы с этой женщиной там встретиться, познакомиться. Она вас видит, она вас выбирает, она вас к себе приближает. А вы ее будете побаиваться, я вам честно говорю. Потому что у нее характер, уже говорила, непростой и глаз алмаз. Вот она насквозь людей видит. Ну, опытная женщина, жизнь прожила, как империю себе, смотрите, какую построила. Имеет она такие способности и возможности. Кому-то да, кому-то идет вот именно от этой женщины много благ. Ну что, мои хорошие, да, мир не без добрых людей, и если высшие силы хотят людям помочь, они помогают, могут и даже так помогать. Вот с этой женщиной вы познакомитесь тоже вот где-то месяца через, ну даже не познакомитесь, может быть, вы уже знакомы, как сблизитесь, да, правильно сказать, сблизитесь. Где-то в течение 2-3 месяцев у вас идет с этой женщиной сближение. Вот. Много она для вас сделает. Много. А кому-то прям, да, действительно новую жизнь подарит. Возможность жить по-другому подарит. Так, мои хорошие, так тоже бывает. Так. Вот интересно, у вас идет звезда, вы вот как будто бы за звездой гоняетесь. И чем ближе вы к этой звезде подбегаете, тем дальше она от вас отдаляется.
какие-то гонки на перегонки, салки, догонялки с мечтой. Есть у вас желание. Желание вот здесь и сейчас. Вот прям в сердце у вас клокочет. Вот хочу и все. Вы за этим желанием бегаете. Вы уже очень много, кстати, кто-то сделал для того, чтобы желание осуществилось, а оно все никак вам не дается. Никак не дается. Все бегает, прыгает и отлетает. Смотрите, мои милые, пока вам это желание не дается, лишь только по одной причине. Вы не готовы морально к тому, чтобы это желание осуществилось. Я понимаю, сейчас вы кинулись писать мне грозные комментарии, что как же так, как это может быть. А да, так может быть. Вы знаете, если желание сейчас осуществится, скорее всего, вы не получите того эффекта, на который надеетесь. Вот как-то так идет. Эффект, возможность, перспектива, шанс. Такое 7 на 8, да, плюс-минус посерединке. Вот. И если вы немножечко отодвинете по времени исполнения этого желания и больше поработаете над собой, над жизнью здесь и сейчас, вот поверьте, вы и глазом не успеете моргнуть, когда это желание исполнится. Вот такое впечатление, что вы чего-то не замечаете вот в повседневной жизни. Это то, что прям пищит, на что нужно обратить внимание. Вы этого не замечаете. Вам высшие силы вот специально дают это время для того, чтобы вы разобрались в моменте здесь и сейчас. Может быть, кому-то нужно порядок навести в своей личной жизни, кому-то, наоборот, нужно вот прям на детали сконцентрироваться, разобраться, там, не знаю, может быть, даже за что-то с кем-то рассчитаться. Вот, а потом желание исполнится. Исполнится, и причем исполнится очень ярко, что звезда вышла, конечно, большая, очень большая звезда. Так. Тут у меня выходит хозяйка положения. Хозяйка положения. Вокруг вас люди, и смотрите, все вот как кланяются вам. И кто выше стоит, и кто ниже стоит. А тут вообще человек вам спину свою подставил. Но у кого-то отыграется карьера, высокое положение. А у кого-то отыграется новая роль в семье. Да? Допустим, вы были невеста, стали жена. Либо вы были там в подчинении у своей свекрови, а теперь вы сами становитесь свекровью. Либо тещей, у кого как отыграется. То есть вы как будто бы кого-то заменяете. А кто-то начальника своего заменит тоже. И вот эта замена, она вот покажет все ваши прекрасные качества, все ваши прекрасные способности. Вот люди будут сравнивать при вас, не стесняясь, они будут вести разговоры о том, что было, и о том, что есть сейчас. Эти разговоры идут очень льстивыми для вас. Но лесть здесь, она не наигранная будет, а это действительно восприятие людей, да, то есть они будут говорить: ой, бывший начальник был такой тиран, был такой там, дурачок, да, ничего сам не знал, а людей там гонял направо и налево, там гнобил, штрафовал и прочее, прочее. А вот вы молодец, вы во всем разбираетесь, вы компетентный человек, вы можете подсказать, вы мыслите шире, вы умеете человека замотивировать, да, не запугать, а замотивировать. То есть люди будут прям при вас, вам в лицо об этом всем говорить. А вам будет казаться, что люди льстят. На самом деле нет. Нет. Просто это будет констатация факта. Если мы говорим о семье, то здесь смотрите как. Будут тоже сравнивать. Может быть, вас будут сравнивать с другими невестками. И говорить: ой, те там ленивые, там нерадивые, там не общаются и прочее, прочее. А ты вот умничка и молодец. А вот тебя мы любим. А их мы, например, терпим. Вот. Либо, например, если вы, например, станете там тещей, свекровью, например, там парень, там зять, да, либо невестка будет сравнивать вас уже, например, своей мамой. Либо если был раньше в браке человек будет сравнивать там с другим и говорить: ой, вы знаете, я очень рада, либо я очень счастлив, что вот такая мама у меня появилась, порядочная,
незлобливая, да, ответственная, не лезет там, когда не просят. То есть, понимаете, будут говорить. И будут говорить вам в лицо это все. А вы будете стесняться, потому что человек вы очень скромный. Но это правда, мои хорошие. Это правда. Так, и еще маленький момент, но очень важный. Я вижу, что вы недавно сделали какое-то очень хорошее дело. Просто какой-то прям, ох, доброта, мимишность и неняшность. Что-то вы сделали, либо человеку, либо для животных вы сделали. Вам за это идет какой-то небольшой, но очень приятный подарок. Знаете, мои хорошие, вы, наверное, сделали и не помните. А ведь высшие силы, они все видят. Все видят. Когда вы делаете приятное человеку, это же все, понимаете, энергетика, вот эта позитива, добра, она вся идет вверх. Она вся идет к высшим силам. Высшие силы вот прямо говорят: ой, какая умничка, какой молодец. Надо наградить, надо поблагодарить. А скорее всего, какая-то денежная сумма вам придет. Не знаю, почему деньги вам выбрали в качестве подарков, но вот с деньгами будет что-то связано. Приятное с деньгами. Вы кому-то сделали приятное, а вам сделают приятное с деньгами. Так что, мои хорошие, все замечательно. Вы прекрасный человек. Так и дальше продолжайте. Высшие силы вас видят. За это очень любят и очень ценят. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.